Фаяз Фанилович, добрый день. Знаю, Росприроднадзор провел проверку экологического состояния Волги. Что она показала? В течение 2022 года мы проводили мониторинг по определенным местам сброса предприятий реки Волга. Мы отбирали поверхностные сточные воды. Изначально нами было определено 9 точек. То есть это те предприятия, которые сбрасывают свои сточные воды в реку Волга. Это в соответствии с законодательством разрешается. И которые поставили на учет. По результатам мониторинга мы выявили места сброса, где более высокие показатели, то есть некоторые превышения по предельно допустимой концентрации по сравнению с рыбохозяйственными показателями. Какие предприятия наносят наибольший вред? Наиболее максимальные превышения нами выявлены это на точке сброса особой экономической зоны Иннополис, точка Зеленодольск водоканал-сервис, это в Зеленодольском районе и в Васильево, также Камско-Устинские коммунальные сети. По данным предприятиям, по Камско-Устинским коммунальным сетям в настоящее время ведется расчет ущерба. По Зеленодольск водоканал-сервису мы ущерб рассчитали, в настоящее время материал направлен в суд. Точка сброса «Газпром Трансгаз Казань» и особой экономической зоны Иннополис. У них одна труба, это глубоководный выпуск, а мы отбирали поверхностные сточные воды. То есть на месте сброса и «Газпром Трансгаза» и особой экономической зоны Иннополис выявлены превышения. Но чтобы более точно определить эти моменты, то есть чьи стоки более загрязнены, нам необходимо будет провести дополнительную внеплановую проверку. Знаю, «Газпром», «Трансгаз Казань» уже прокомментировали, сказали, что условия использования Волги они не нарушают и свои очистные сооружения содержат в исправном состоянии. Мы, «Газпром», «Трансгаз Казань» в сентябре месяце отправили предостережение, что на месте их сброса есть превышение загрязняющих веществ, чтобы они приняли соответствующие меры. От них ответа на данное предостережение не поступало. Мы готовы выслушать мнение «Газпрома», посмотреть их результаты и при необходимости, как я уже говорил, провести дополнительные внеплановые проверки. А как в целом можно оценить экологическое состояние Волги? Общее состояние Волги в целом, если мы сравнивать на протяжении всей реки Волга, на территории Республики Татарстан, показатели концентрации загрязняющих воды, они сравнительно низкие по сравнению с рядом регионов. В целом в республике в этом году какие будут мероприятия по оздоровлению Волги? Продолжается рекультивация иловых полей. Здесь мы ведем контрольно-надзорные мероприятия. Наша лаборатория постоянно ведет мониторинг ситуации. Также озерное месторождение реки Кама, где в настоящее время начата работа по вывозу бездействующих трубопроводов. Вот эти крупные два проекта в настоящее время продолжаются в Республике Татарстан. Фаяз Фанилович, спасибо за интересную беседу.